Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Наала Кове. Сегодня в программе. Круглый стол на тему туристической отрасли прошел в Сухуме. Он организован Советом молодых ученых при президенте Абхазии. Олег Домения выступил в рамках спецкурса «Философия культуры», организованного по инициативе ректората АГУ. Юбилейную дату отмечает один из ведущих детейлинг-центров в Абхазии Гудаута Рестайлинг. Итоги проделанной Министерством здравоохранения работы и приоритетные направления развития системы здравоохранения премьер-министр Владимир Делба обсудил с главой ведомства Эдуардом Будба. Министр здравоохранения рассказал о результатах поездки в Российскую Федерацию, о проведенных встречах, где обсуждались вопросы стратегического взаимодействия, цифровизации отрасли, повышения эффективности управления системой здравоохранения, а также дальнейшего развития партнерства. Особое внимание в ходе встречи было уделено внедрению системы платных медицинских услуг. Премьер-министр отметил, что речь идет о формировании прозрачного и эффективного механизма оказания услуг сверхгарантированного объема бесплатной медицинской помощи. На протяжении нескольких лет об этом говорим. Понятно, что это сложный процесс, тяжелый, это для нас новшество, хотя фактически есть уже какие-то примеры, но нам хотелось бы завершить эту фазу по установлению платных медицинских услуг для отдельных категорий граждан. На ближайшем заседании мы это решение мы будем принимать. Очень важно, когда платные медицинские услуги, которые мы можем оказать за границами бесплатной медицинской помощи, или гарантированной, как мы говорим, медицинской помощи. Все средства, которые будут в качестве оплаты от юридических и физических лиц поступать, будут являться собственностью медицинских учреждений, естественно, будут направляться на развитие, совершенствование системы здравоохранения. Это важнейший шаг, это очень перспективно в этом направлении. Тогда можно говорить, я уверен, что можно будет говорить еще о более быстром и динамичном развитии в системе. У нас очень много обращений. Вот есть платные медицинские услуги, фактически мы никак не можем, их легализовать. Давайте мы это сделаем с вами. Абсолютно это безущербно, абсолютно это безболезненно, это только принесет пользу. Преимуществ здесь намного больше. Это сложный путь, но не обращаться к нему тоже невозможно. Подробности встречи в рубрике «Амшикшара плюс» сразу после новостей. Владимир Делба встретился с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кабесовой. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества Абхазии и России в контексте достигнутых соглашений, а также ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества в области экономики. Речь шла также о подготовке к проведению первого международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее», который состоится в Сухуме 2-4 апреля. Приоритетные задачи МЧС в преддверии летнего курортного сезона премьер-министр обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Квициния также доложил о текущей ситуации с материально-техническим обеспечением подразделений ведомства. Столовая на выезде из Сухума загорелась ночью 25 марта. Сигнал поступил в МЧС в 1:49. На улицу Эшба направили 2 пожарных и 1 спасательный расчет, сообщили в ведомстве. Возгорание ликвидировали, его причины устанавливаются. К другим новостям. Круглый стол на тему «Туристическая отрасль Абхазии. От проблем к возможностям» прошел в Сухуме. Мероприятие было организовано Советом молодых ученых при президенте Абхазии. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Туризм играет ключевую роль в экономике Абхазии. В последние годы эта отрасль демонстрирует положительную динамику развития. Однако одновременно с этим накапливается ряд системных проблем, требующих как минимум детального обсуждения. Поэтому цель встречи не только обозначить ряд существующих проблем, но и выработать некоторые подходы к их решению. С приветственным словом присутствующим обратился Батау Айба, заместитель руководителя администрации президента.
Президент Республики Абхазия, как вам известно, особое внимание уделяет развитию туризма в республике и считает эту отрасль одной из ключевых для создания рабочих мест и передачи нашего культурного исторического наследия. Уверен, что сегодняшнее мероприятие пройдет конструктивно, и все ваши доклады лягут в основу для практических изменений, внесения их на практику и в жизнь. Линда Ампар, заместитель председателя СМУ при президенте Абхазии, отметила, что после Отечественной войны народа Абхазии туризм стал для страны источником дохода и занятости населения, фактором сохранения городских и сельских территорий, перспективной сферой. Основные самые популярные объекты посещения – наши святыни. Абхазия – это древнехристианская страна, и, конечно же, у нас имеется большое количество на нашу маленькую территорию объектов паломничества. Ну, конечно же, в первую очередь хочется отметить, что, наверное, развитие событийного туризма у нас вот современного берет свое начало с праздника урожая Лахнашта. А далее не можем не отметить фестиваль Хибла Герзмава приглашает, а также и те фестивали, которые популярны, организованы за последние 2 года. Главное – это имидж нашей страны, реклама, продвижение и увеличение, скажем так, тем самым туристического потока в нашу страну. Но я хочу отметить, что те проекты законов, которые сейчас будут внедряться, а самое, на мой взгляд, главное, ну, понятно, что современный, отвечающий всем современным тенденциям закон о туризме нами разработан, и вы в нем, вот я видел ваши предложения, которые от туротрасли поступают. Очень надеюсь, что мы его примем в этом году. Территориальный анализ показывает, что основной вклад в рост внесли традиционно-туристические районы – Гагарский и Гудаутский. В общем, на них приходится 556 новых объектов за последние 5 лет. В то же время, если говорить в относительном выражении, то самый большой прирост наблюдается в восточных районах – Ачамчирском и Гулрыбском. В Творчайском районе появились 2 объекта размещения, что свидетельствует о постепенном расширении географии туристической деятельности. Те темпы, которые у нас, в принципе, мы говорим, хорошие, но вот даже сейчас в рамках инвестиционного форума, к которому мы готовимся, всеэкономического, точнее, форума, там будет секция 2 апреля, которая посвящена встрече B2B между представителями малого бизнеса, ательеров малых, и непосредственно турагентов, не турагентств, а компаний, операторов, да, агентов. Ну, тем самым хотим вот попробовать наладить прямые контакты, чтобы люди могли прямо свои объекты продавать. Но есть такая история еще одна, которую, ну, знаете, очень хочется о ней сказать. У нас очень высокая конкуренция в целом в регионе. Ну, есть Турция, есть Краснодарский край, есть Грузия. С этим всем надо как-то нам научиться конкурировать. Мы не можем в отрыве от всех жить, развиваться, это невозможно. Одной из ключевых задач государственной политики в сфере туризма становится формирование эффективных механизмов, направленных на развитие туристической территории и модернизацию курортных территорий. Согласно данным Минтуризма, с 2023 по 2025 годы турпоток идет примерно на одном уровне, без резких колебаний, снижений или подъемов. Реализация инфраструктурных проектов в сфере туризма требует выстраивания устойчивой финансовой модели, сочетающей государственную поддержку и частные инвестиции. На текущем этапе министр ранее коснулся программы помощи малому и среднему предпринимательству, который функционирует, ну, разработчик Минэк является. Рассчитываем на то, что эта программа также будет использована для развития туристической инфраструктуры, в первую очередь в сегменте малых средств размещения услуг и сопутствующих сервисов. Также в рамках концепции министерства предусмотрены следующие ключевые механизмы. Это создание и развитие фонда развития туризма, как инструмента целевого финансирования отраслевых проектов, расширение применения механизмов государственно-частного партнерства, софинансирование проектов благоустройства и создание средств размещения, включая поддержку малого бизнеса. По итогам круглого стола будет подготовлен пакет рекомендаций, основанный на анализе ученых АГУ и Академии наук Абхазии. В Совете молодых ученых надеются, что эти наработки помогут правительству эффективнее планировать развитие туризма в стране. Айлита Арутюняна, Ахрамичба, Абхазское телевидение.
Существующая бюджетная система не позволяет полноценно планировать развитие города, отметил в интервью нашей программе глава нового Афона Тимур Отурба, комментируя инициативу по совершенствованию бюджетного устройства Пицунды и нового Афона. По словам Отурба, бюджет города составляет около 97 миллионов рублей. Однако существующая система распределения финансов ограничивает возможности развития территории. Напомним, по поручению президента создана комиссия под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамба, которая займется изучением этого вопроса. Инициатива исходила от депутатов Пицунского городского собрания. Как известно, согласно указа президента Бадри Зурабовича Гумба, встал вопрос о бюджете собственном города Новый Афон и города Пицунды. Создана рабочая группа, в которую вошли представители города Афон, также города Пицунды. Первое заседание было буквально на днях. Наметили план действий работ. Ну и в рамках этой рабочей группы будем прорабатывать существующие вопросы. Там ряд, конечно, вопросов, которые действительно требуют углубленного изучения. Я уверен, что нам удастся проработать этот вопрос, и мы придем к необходимому результату. Касаемо собственного бюджета, как известно, до 2015 года города обладали собственным бюджетом, доходная часть, расходная часть, и формировали свои бюджеты самостоятельно. Но ввиду изменений законодательства с 2015 года, к сожалению, понятие собственного бюджета у городов Афон и Пицунда упразднилось. На сегодняшний день существует расходная света на текущий год. Но что дает нам собственный бюджет? Это, во-первых, удобство работы, комфорт работы, планирование работы. И, наверное, что мы преследуем в этом случае, да, наверное, это комфорт граждан, жителей наших городов. Я надеюсь, что данная работа будет доведена до конца и что нам удастся восстановить и собственные бюджеты. Лекция Олега Домения на тему «Кто такой современный человек» прошла в АГУ. Кандидат философских наук Олег Домения выступил в рамках спецкурса «Философия культуры», организованного по инициативе ректората и отдела науки аспирантуры университета. Программа курса представляет собой цикл из 10 занятий и включает изучение основ культурологии как теоретической дисциплины и ключевых концептов философии культуры. В марте текущего года по инициативе отдела науки и аспирантуры АГУ для аспирантов, ректората, магистрантов, преподавателей, молодых ученых в Госуниверситете стартовал спецкурс «Философия культуры». По приглашению вуза лекции читает кандидат философских наук Олег Домения. Одна из тем, кто такой современный человек. Истоки человека, истоки культуры уходят вглубь материи, вглубь природы. А человек – это особое, уникальное, универсальное существо, не похоже ни на одно другое живое существо. Все живые существа, за исключением человека, все они принадлежат природе и живут и действуют по законам природы и нормы. Единственное существо, которое живет не только по законам и нормам природы, но и по своим собственным законам и нормам – это человек. Ученый отметил, что современное общество сталкивается с проблемами саморазрушительного поведения людей, поэтому важно понять, кто такой современный человек и почему он поступает именно так. Сегодня человек переживает глубочайший, небывалый кризис. Этот кризис может закончиться тем, что человечество может исчезнуть. Ныне мы находимся в этом процессе, на этом пути. И потому нам нужно осознать, что происходит вокруг нас, не только внутри нас, но и вокруг нас. То, что происходит в нашей жизни, в абхазском обществе, то, что происходит, это результат влияния внешнего мира.
Программа спецкурса «Философия культуры» представляет собой цикл из 10 занятий и включает изучение основ культурологии как теоретической дисциплины и ключевых концептов философии культуры. Гугуца Вардания, Алхас Псардия, Аля Самичба, Абхазское телевидение. Началась расчистка здания Тхуарчалского вокзала. Работы проводятся в преддверии 84-летия города, которое отметят 9 апреля. Работы ведутся по поручению главы районной администрации Германа Кочарава при поддержке АЖД. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тхуарчала. В рамках подготовки к празднику запланировано комплексное обновление знаковых объектов городской инфраструктуры. Реконструкция набережной началась в Гудауте. Протяженность участка 500 метров, рассказал глава районной администрации Астамур Аргун. В перечень работ входит замена тротуарной плитки, установка лавочек, новых приборов освещения и прокладывание новых ливневок на участке от городской пристани до кафе «Веранда». Администрация столицы закажет новый проект благоустройства исторической части набережной с учетом результатов текущих археологических изысканий. Такое решение принял глава города Тимур Агарба по итогам совещания с археологами, представителями профильного управления и инвесторами. Главная цель обновления – учесть результаты текущих раскопок. В администрации Сухума прошло совещание по раскопкам в исторической части набережной. Первый этап раскопок завершен. Вместе с тем остался ряд вопросов, в частности, какие работы планируются археологами дальше, позиция ученых по дальнейшей реконструкции в этой части набережной и, самое главное, какие изменения необходимо внести в проект реконструкции. С целью подробного обсуждения вопросов на совещание в столичную администрацию пригласили археологов, занимающихся раскопками, представителей управления историко-культурного наследия и абхазского бизнеса, финансирующего ремонтные работы в этой части набережной. Какую часть, на ваш взгляд, набережной еще необходимо раскопать для того, чтобы вы могли полноценно изучить и провести все необходимые работы? Вопрос срочный и горячий, потому как у нас есть тоже определенные сроки для того, чтобы мы завершили реконструкцию набережной. Понятно, что на данном участке заявленные сроки переносятся в связи с объективными обстоятельствами, но нужно, первое, четко понимать, сколько еще времени вам нужно для того, чтобы завершить все работы, и второе, какую концепцию мы выбираем, как будет выглядеть эта часть набережной, какие материалы мы там будем применять, для того, чтобы мы оперативно, совместно с ребятами, которые нам помогают восстанавливать эту часть набережной, приняли решение, разместили там заказы, может быть, это бронестекло там, и так далее, для того, чтобы понять, какие сроки мы уложимся. Руководитель раскопок, декан исторического факультета АГУ Алик Габелия, поблагодарив администрацию Сухума за всемирную поддержку, подчеркнул, что раскопки должны быть продолжены. Важно изучить все культурные слои на данном участке, сказал он. С самого начала я хотел бы сказать, поблагодарить администрацию города, в вашем лице Константина, который с большим пониманием и поддержкой. Я понимаю, что трактор, один день работает трактор, мы знаем, там в той части до Маякского мы нанимали трактор, кстати, в дом. Это очень дорого. Это мы понимаем, за это мы благодарны. 3 участка. Мы фактически разделили на 3 участка. Вот один участок, второй участок, в котором мы работаем, и 3-й участок от этой башни до Пингвина. Нам бы хотелось исследовать эта часть, одна часть, и вторая часть, и 3-я часть. Там всего около 2500 квадратных метров. При обеспечении нормальным финансированием, вовремя и так далее, мы за 3 месяца в этой части, 1-я часть, 2-я часть и 3-я часть мы исследуем. Обнаруженные артефакты представляют большую историческую ценность. И сейчас задача грамотно законсервировать участок для того, чтобы набережная не потеряла пешеходную пропускную способность. Среди предлагаемых решений – возможная установка стеклянных поверхностей над важной раскопкой. Тимур Агарба отметил, что реконструкция в исторической части набережной затягивается по объективным причинам, и это не тот случай, когда нужно спешить и подгонять работы к установленным срокам. Историческая значимость мероприятия слишком велика.
максимально эффективно. Это будет очередная точка притяжения наших горожан и гостей столицы, поэтому мы сделаем все на высшем уровне для того, чтобы горожанам это понравилось. На данном этапе под наблюдением археологов строители будут заниматься демонтажом парапетов, тумб и подготовительными работами для укладки электросетей столбов освещения. По итогам совещания глава столицы принял решение заказать проект участка исторической части набережной с учетом новых обстоятельств. Нет ничего невозможного, все реально. Продолжаем оказывать поддержку проводимым раскопкам и параллельно занимаемся проектированием, сказал глава Тимур Агарва. Как только будет подготовлен проект, его покажут президенту и передадут на рассмотрение городсовета при столичной администрации. Юбилейную дату отмечает один из ведущих детейлинг-центров в Абхазии Гудаута Рестайлинг. За этими годами скрывается не просто календарная дата, а история доверия, профессионального роста и постоянного развития. Праздничное настроение царило на юбилейном мероприятии, где и состоялся грандиозный розыгрыш ценных призов среди клиентов. Имена счастливчиков и подробности торжественного мероприятия в репортаже Жазины Ханагуа. Праздничный вечер начался с голливудской атмосферы. Красная ковровая дорожка задавала особый тон. Роскошные автомобили, отполированные до зеркального блеска, отражали свет софитов, а их владельцы с гордостью демонстрировали своих железных красавцев. История Гудаута Рестайлинг началась 10 лет назад с пары боксов и небольшой команды, готовой брать на себя самые сложные задачи. Они брались за проекты, которые другие избегали, учились в процессе, допускали ошибки, но никогда не сдавались. Для них каждый проект становился вызовом, каждая ошибка уроком, а каждая победа настоящим праздником. Сегодня Гудаута Рестайлинг не просто детейлинг-центр, а настоящий храм автомобильного совершенства площадью 2500 квадратных метров, где обслуживаются сотни клиентов каждый месяц, среди которых можно отметить и Эрика Микая. Я очень хорошо помню, как ребята начинали. Я помню, вот реально энтузиастски начинали делать то, что никто у нас в Абхазии не делал. Ребята Гудаута Рестайлинг, основатели этой площадки, автотюнинг-ателье, являются сегодня в современной Абхазии как минимум законодателями моды этого направления. Здесь магия преображения происходит каждый день. Спектр услуг поражает разнообразием от ювелирной малярной работы до комплексной защиты кузова, профессиональной полировки и премиальной химчистки. Каждый автомобиль проходит через заботливые руки мастеров, получая новый облик и защиту от внешних воздействий. В первую очередь наша компания акцентируется на предоставлении детейлинг-услуг, а также и тюнинг-услуг. То есть у нас есть огромный жестянный цех, в котором мы производим кузовные работы. Наш легендарный мастер кузовных работ Вадим, каждый, я думаю, из вас знаком с ним лично. Ну, это, наверное, Пикассо среди кузовного ремонта, скажу так. Малярный цех не менее большой, в котором мы предоставляем максимально качественно покрасочные работы. Многие из вас, я думаю, уже сталкивались с этим. Команда Гудаута Рестайлинг – это семья профи, каждый из которых влюблен в свое дело. Специалисты постоянно совершенствуют свои навыки. Все виды работ по дискам, восстановление, покраска, реставрация, оклейка автомобилей всеми видами пленок. Будь то виниловый, как вот на этом красивом Мустанге, Porsche Панамеры красного цвета, она у нас полностью заклеена в защитную глянцевую полиуретановую бронепленку. Кульминацией вечера стал захватывающий розыгрыш 3 сертификатов на самые популярные услуги. Разыграли 3 призовых места. Первое – оклейка броней зон риска. Второе – полировка кузова с керамикой. Третье – полный детейлинг с химчисткой. Розыгрыш проходил с 29 января по 23 марта. И участники с волнением и трепетом ожидали результатов. В итоге сертификат на полный детейлинг с химчисткой выиграл Астамур Хатхуа. Ты, Астамур, поздравляю, выиграл бесплатный детейлинг, химчистку авто. Вот, да, это правда. В Гудаута Рестайлинг тебя ждут. Вот все аплодисменты. У нас тут вот такое вот мероприятие. Сертификат на 2-й приз получил Денис Аршба, а обладатель 1-го – Георгий Кверая. Команда Гудаута Рестайлинг, наши клиенты, друзья, родственники, братья, сестры, все, кто верят вот в это наименование, все, кто верят нам, искренне огромнейшее вам спасибо.
В Гудаута рестайлинг обслуживается 6 тысяч клиентов. Впереди новые горизонты и свершения, ведь самые яркие страницы истории еще предстоит написать. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 26 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ночью и утром дождь, возможно, гроза, туман. Температура воздуха ночью 4,9, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.